Перевал Пыв, 2040 метров над уровнем моря. По этим тропам во времена Великой Отечественной войны шли группы войск санчарского направления, куда входили Сухумские, Гудаутские, Гагарские отряды и сводный отряд Псху. В этих местах погибли десятки тысяч советских солдат. 15 тысяч из них до сих пор остаются непогребенными. Их тела все еще остаются лежать в ущельях и на горных склонах. Они не вернулись домой, но память о них жива. Именно здесь, на перевале Пыв, в послевоенное время устанавливались памятные знаки в честь победы над фашизмом. В июле 2023 года в рамках проекта «Кавказский фронт», который проводит культурный фонд «Платформа» под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимира Литвинчука, начались работы по реконструкции памятника. И здесь было 3 таких вот металлических сооружения, которые пришли в полную негодность. И вот тогда вот появилась идея реконструировать его, то есть полностью поменять. И буквально несколько месяцев назад у нас уже была такая идея, чтобы поставить здесь красивый камень, вот где-то здесь на Ватхаре поднять и к нему прикрепить табличку. Но встретившись с Олегом Нуевичем Аршба в Сухуме, вот он спросил, чем сейчас занимаешься? Говорю, хотим памятник, камень поставить. Говорит, зачем камень? Говорит, у нас, говорит, есть, говорит, готовый памятник. Вот есть такой замечательный человек, почетный консул Владимир Ильич Литвинчук. Вот, они хотят где-то в Абхазии поставить памятник. Я говорю, ну Пыв это не такое близкое место. И после этого, говорит, ничего, нормально, все решим. И после этого... Авторы мемориала учли все условия горной местности, чтобы памятник не испортился из-за погодных условий. Ведь в этих местах зимой снег почти в 5 метров. Памятник углубили на 80 сантиметров в землю, а его высота 90 сантиметров. Все организационные вопросы у нас заняли примерно около месяца. Согласование с министрами, с дипломатами, консулами. Вот. Работа примерно началась у нас 3 недели назад. Сама реконструкция была неделя. У нас люди приехали сюда. Именно добровольцы, бесплатно, без ничего, согласились, давайте мы сделаем. И вот они здесь работали. И последние буквально 2 дня вот они доделки уже сделали здесь. Памятник выполнен из камня габро, который устойчив к разным температурным условиям. Найти материал было непросто, но все же удалось, рассказывает художник Зейнал Багиров, для которого участие в этом проекте особенно важно. Ведь где-то здесь покоится его дедушка, участник битвы за Кавказ. Больше всего мне, конечно, сердце болело, почему бы мне почему бы мне этим не заниматься. Естественно, я с удовольствием согласился, когда мне предложили, я с удовольствием, потому что для меня это честь. Потому что как-никак это мой дед здесь пропал без вести. Вот в этой войне вот, я должен тоже участвовать в этом. Поддержку проекту оказали Министерство обороны Абхазии, Минкульт, МИД, представительство Россотрудничества в Абхазии, администрация Гудаутского района, КСОРС. Большая помощь и оказана от правительства Республики Абхазия, и председатель правительства, президент одобрил, Черноморэнерго, Рицинский парк. Кому не обращали, все помогали, без всякой проблемы. Огромную роль и значение сыграло Россотрудничество и посольство Российской Федерации в Республике Абхазия. Им тоже огромная благодарность. Битва за Кавказ была одной из самых тяжелых и кровопролитных. Она длилась 442 дня с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года. В этом году исполняется 80 лет со дня победы в этом сражении. Медалью за оборону Кавказа было награждено более 800 тысяч человек, среди них военные и труженики тыла. Все, кто мог поднять оружие в Абхазии, все здесь на защиту Кавказа были. Когда они здесь не пропустили войска, пехота, самолет, немецкий самолет вылетел отсюда, и в Ачамчирском районе в селе Тхина 2 бомбы сбросил. Один, не взорвавшись в землю, ушло, а другое, значит, во двор у одного жителя Шинкуба упало
все двери, окна, дом, все. А девочка, которая лежала в люльке, люлька вдребезги разбилась, а девочка стала живая. Она и до сих пор, кстати, живая, замужем в селе Губ в Ачимчирском районе. На открытии памятника была заложена капсула времени с посланием на русском и абхазском языках. Ее планируют открыть через 20 лет, в 2043 году, к столетию победы в битве за Кавказ. Авторы проекта планируют реконструировать памятники и в других местах. Один из них в Гулрыбшском районе. Вчера буквально обратился к нам, так по случайно получил Саид Харазия, новая глава Гулерипского района, в парке Гулерипше. Там был поставлен памятник летчику, его упавшему. Попросил к нас, говорит, ребята, можете подъехать, говорит, совместно, говорит, сделать реконструкцию. Я говорю, давайте подъедем, поговорим по этому поводу, а там уже будем смотреть, как получится. Еще есть памятник, уже давно об этом думали, годика 3 назад, в Кындыке. В полнорост памятник есть с барельефом. У него прострелена голова и сердце. Просто сердце кровью обливается, когда мы такое видим. Его надо тоже реконструкцию сделать. Но с Божьей помощью, там, если администрация, там, кабинет министра поможет, тоже сделаем. Приказом министра обороны Владимира Ануа все, кто оказал поддержку в открытии памятника на перевале Пыв, были награждены ведомственными медалями. Гугу Савардания, Заур Квартия, Абхазское телевидение.